Хайырлы күннәр, сез яңа слуш тапшыруын карыйсыз, студияда Лейсан Хурматуллина. Добрый день. Амина Апа Атауллина, жительница деревни Большие Кияры Тюменского района, героиня нашей первой рубрики «Иман». Ее образ жизни – пример для многих. Смотрим. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, валь-гакибату лиль-муттакин, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин, ва аля алихи т-тайибин, ва асхабихи аджмаин. Амина Апа знаю с тех самых пор, с тех времен, когда приехал в эту деревню в качестве преподавателя по основам ислама. И вот с тех пор очень близок к этой семье. Дружу с этими людьми, с этой семьей, самой многодетной семьей нашей деревни. 8 детей. На сегодняшний день, в наше время, в сегодняшнее время, это, скажем так, исключительный, редчайший случай. Мойка у нас есть, да, кухня, дай Бог, здесь, планы у нас большие, конечно, хотим сделать многого, Аллах бирса. Я думаю, что сделаем все вместе сообща. И Амина Апа нас будет также толкать, двигать. Вот, потому чтобы наша мечеть преобразилась, потому что, еще впереди, я думаю, много хороших дел. И все мы будем вместе сообща дружно все это делать. Әминә турында инде сезнең бик күп беләсегез килә. Әлбәттә, Әминә уникаль хатын. Аның турында күп сөйләргә, күп язарга мөмкин. Менә мин күптән түгел Яңарыш газетында Әминә турында кыскача гына аның тормыш юлына күзәтү ясау максатыннан чыгып yazgan idim. Bu tıkım ataları Gaynullilmer. Onlar her vakit görünükli bulganlar. Менә хәзердә аның балалары 18 бала тәрбияләп үстергән. Алар һәр кайсы югары белемле, һәр кайда мактала, эшләрендә һәр вакыт күренекле. Менә шуларның берсе, әнә шул Gaynullilmer гаиләсеннән бигрәк тә Әминә турында инде biz bilgili ülkede аны bilmegen kişi yok diye әйтәбез. Аның үзен-үзе тотышыннан, аның хезмәткә карашыннан, гаиләгә карашыннан чыгып, аңа бик зур бәя бирергә мөмкин. Менә бүген безнең монда гаиләбезгә җыелдылар. Бүтән туганнарым килделәр, балаларым, внукларым, бүтән сигетләр Халилага 60 яшь юбилеена җыелдык. Амир мулланы чакырып, хатым укытып ятабыз. Бу гаиләдә инде 40 елга якын, быел 40 булганда иптәшем белән яшәп, 8 балалы булып, менә балаларыма рәхмәт, һәркайсы Аллага шөкер килеп нитеп, хәлләрне белеп, атна сайын кунак булып, миңа праздник кылып торалар инде. Һәрбер нигә килеп торалар, юбилейга, туган көннәргә катымга йылалар. Бергәләшеп, немитеп, внукларым бергә инде. Могу сказать, что семья очень хорошая, дружная, гостеприимная, радушная. И вот благодаря этой семье, особенно маме Амина Апа, вот у нас буквально за месяц сделали, она как двигатель, сделали такой ремонт в меру наших скромных способностей, то есть возможностей. Сделали ремонт кухню, прихожую сделали и комнату отдыха. Стройка еще не закончена, но вот здесь у нас комната женская, где женщины у нас молятся, в пятничные дни приходят. Так, и кто захочет, может здесь посидеть, отдохнуть. Там планируется здесь поставить перегородку, и там сделать будет комната для омовения. И здесь тоже Амина Апа приложила свою руку. Покрасили стены, цветы тоже, все тоже принесли. Аминаның атасы таби күренекле кеше, эшчән, гаилә җанлы кеше булган. Аның турында да әнә Янбай халкы, Турай халкы бик истәлекле итеп мактап сөйлиләр. Һәм үткән ел аның 100 еллыгын хәтта авыл халкы җәмәгатьчелек зур итеп үткәрде.
бала өстіру, бұлай ауырта түгіл, конечно. Бала өз бәқіті білән, өз білән туалар алар. Тотыртық 8 бала өстірдік, аларына аяққа көтеріп, оқытып, недеп, қазын күйеуге беріп, енді 2 малайым үйленмеген, 6 той қылдық, мына екеуге іші қыларға керек. Үйленерге уақыт етіп қойған. Ең кішкене бізге 20 сүйеш. Балаларыма дедім, құрықмағыз, асырағыз, өстерегіз деп. Мына Радик қызымның, баламның, енді Радик баламның қызы бүтін конкурстарға еріп, ерлап, бейіп, нетіп бірі. Олеся қызымның малайы тоже бүтін нелерде бірінші место алып тұра. Мы очень благодарны ей за то, что она нас тут двигает, всех толкает, потому что должен быть тот человек, который толкает, двигает. И вот она именно тот человек, который двигает. Потому что без нее здесь бы еще много лет стоял бы и ничего не двигалось бы. Бәхетлі місіз? Деп сұрадым. Әмина. Лютия апа, әлбәттә мен бәхетлі. Менә менің үй толы бала. Балаларымның балалары. Шаугыр келіп тұра менің үй ішеді. Мен нечік бәхетлі болмаймын деді. Ирем менің білен әр вақыт есептәшушен. Onun yarattığı hürmetini sizip yaşadım ben. Yaşayanın mağnasını bağlılar deyip yaşayız. Bağlarım Allah'a şükür naşalarga kullanıp, şarını kötüp, kunakka gelülerin, öylüge kaydıların kötüp. İptaşım ben ikimiz yine bağlar deyip yaşayız. Mağnası şul indi, Allah'a şükür kaygılın ili bulmasın. Bulay aybet edip yaşıyor aybet indi. Встречать весну лучше песнями. Дни татарской культуры в Тюменской области начались с праздничных мероприятий. В городах и районах самых талантливых среди взрослых и детей выберет жюри. Победители смогут представить свой район на областном конкурсе «Утренняя звезда», а также на 3-м областном фольклорном фестивале в Тюмени. Главная, конечно, цель – это возродить нашу традиционную сибирско-татарскую культуру в целом. И в том числе все жанры, которые всегда были присущи. Праздничное закрытие Дней татарской культуры состоится 3 марта. В этот же день будет организована выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, где будут представлены образцы национальной литературы. И, конечно же, самые вкусные татарские блюда. В гостях у нас сегодня руководитель Департамента культуры Конгресса татар Тюменской области. Это Валима Сагитовна Ташкалова. И тема беседы, естественно, Дни татарской культуры, которые завершатся уже буквально завтра. Да, Валима Сагитовна? Да. И хотелось бы спросить, вот прям по горячим следам, поделитесь впечатлениями. В течение недели этот праздник шел на территории юга районов Тюменской области, где компактно проживает татарское население. Начали мы отсматривать коллективы с Вагайского района. В Вагайском районе очень много учреждений культуры, которые занимаются сохранением и развитием сибирско-татарской культуры. Надо сказать, что в этом году в рамках Дней татарской культуры, который идет под патронатом Комитета по делам национальности, проходит «Утренняя звезда», она традиционная. 22 года уже в этом году Танил Дозна, «Утренней звезде». А также национально-культурная автономия в эти же дни, в это же время отсматривает творческие коллективы взрослые. И в этом году этот конкурс они назвали «Народное искусство». Одновременно в рамках Дней татарской культуры Конгресс татар Тюменской области, в который представляю я, осуществляет 3-й год подряд областной татарский фольклорный фестиваль. Мы единым таким составом отсматриваем коллективы исполнителей. И, как я уже сказала, мы начали с Вагайского района. Этот район очень богат талантами. Они смогли сохранить вот перлы такие сибирско-татарской фольклорного такого наследия фольклорного. Поэтому все жанры, которые, например, в фольклорном фестивале, там 7 жанров у нас, 7 номинаций, можем более грамотно сказать, 7 номинаций. Так вот, они участвовали во всех номинациях. Очень нас порадовал Елутровский район. Все это проходило в Аслане, большое село, где есть центр татарской культуры, где много талантливых людей. И приехали коллективы не только с Елутровского района и города Елутровска, а в городе Елутровске есть очень популярный, давно работающий, известный ансамбль фольклорный «Сандугач» под руководством Зухры Кожевниковой. Они опять порадовали, очень много номеров привезли, показали и в жанре вокала, и бои Тимунаджаты,
То есть они системно работают, наверное, поэтому каждый год Поэтому показывают... выдают такие замечательные результаты, конечно. Да, у них есть результаты. Мы вчера побывали в Нижнетавдинском районе, очень порадовали многие коллективы, и у них появился уникальный, я бы сказала, самобытный, всего 3-й месяц коллективу. Но мы такое все удовольствие получили, я думаю, жюри национально-культурной автономии, вот наше жюри, они сделали эпизод из календарно-обрядового праздника Касымасы. Это связано осенью, когда все ощипывали гусей и в то же время показывали свое творчество. Они так органично вплели предметы материальной культуры, различные жанры. Такмаклар — это у нас по-татарски частушки. Частушки, песни, движения. У нас же сибирские татары и многие... Дробушки делают, но они свои дробушки. Там в основном казанские татары, и тексты были на казанско-татарском. Но это нормально, потому что в селе доминируют жители из выходцев казанских татар, когда-то приехавших на территорию нашей области. Поэтому, ради бога, хотя Татарстан сейчас нас требует на всех всероссийских фольклорных фестивалях номера именно на сибирско-татарском. Так как фольклорный фестиваль в этом году 3-й год, наверное, уже после 3-го года уже это можно называть спокойно будет далее традиционным. И все коллективы, большинство, которые участвуют в фольклорных, они уже себе заявили на всероссийских фольклорных. Мы ежегодно ездим. В прошлом году, вы знаете, мы с вами разговаривали, были в Самаре, раньше были в Перми, в Екатеринбурге, во многих городах. И то, что наши тюменские коллективы-исполнители получают разной степени награды, это говорит о том, что мы фольклор смогли поднять за эти годы. Он не совсем был забвений, но все-таки многих жанров не было. Приходилось пожилых старых людей уговаривать, ездить в деревни. Но сейчас я уже спокойнее. Я уже не говорю сейчас о возрождении. Сейчас нужно сохранить и развивать. Огромное спасибо, Валима Сагитовна, что пришли. Надеемся, что ненадолго прощаемся. Спасибо. Спасибо, что приглашаете. Спасибо, что интересуетесь. Спасибо. А я еще раз напоминаю, что завтра, 3 марта, пройдет гала-концерт, в котором будут участвовать победители районных и городских смотр-конкурсов. Приглашаем всех желающих. На этом все. Увидимся на следующей неделе. Берегите себя.